Привет! Мы сегодня на Пешен Базар. Это сенной базар. Это фестиваль, где люди, дизайнеры и еда, и все вместе. Это все смешалось. Музыка, лекции. Мы сейчас попробуем с вами лучшие блюда, которые здесь представлены. Я давно такой формат предлагала Айнуру и Алсу. Они сейчас за кадром. Но они не хотели такой формат, но я взяла и надавила. Ну как уж надавила? Просто заплатила 500 рублей и мою тему приняли. Ну все, начинаем. Окей, друзья, вот мы здесь. Тут небольшой фудкорт, вы уже видите здесь десерты, где-то там Кунак кафе, есть Тюбетей, Vegan Day, и мы все будем это сейчас пробовать. Итак, с чего начнем? С чего начнем? Так, это давайте с Vegan Day купим, короче, сейчас треугольник без мяса и дучмак. Я не могу их идти. Так как я не люблю сладкое, поэтому мы не будем сегодня ничего такого пробовать, скорее всего. Но я люблю мучное, по мне видно. Итак, первым делом мы пробуем пешмак от Vegan Day. Он у них без мяса, потому что они веганские товарищи. Сейчас купим пару продуктов и где-нибудь аккуратненько встанем и будем пробовать, чтобы я могла вам рассказать о вкусах и все такое. Друзья, мы пришли сейчас в Corner Tübetey, и здесь, как всегда, очередь. Нам придется постоять, подождать или надавить на них и попросить дать без очереди. Итак, мы будем выбирать сегодня дучмак. Он классический. Тесто с картофельным пюре. Самая удивительная история в том, что я как-то работала в Тюбетей и предложила им этот дучмак ввести в меню, и они согласились. Представляете, как здорово? А что, дучмака нет? Есть. Нам не дали? Фионис, дай, пожалуйста, для видео. Я прям уже подводку сделала. А нам не дали. Дучмак есть, нашли. Пожалуйста, берегись, пожалуйста. Она заплатит в 3 раза больше. Это же ее блюдо. Почками. Ой, 500 рублей. Это же ее блюдо. Да? До свидания, еще приходите. Я как раз говорю, что я придумала, видим, я придумала ее, и она здесь. А ты реализовал, ты красавчик. Отлично, можно так его? Хотела сначала попить кофе, а потом я увидела, что здесь есть татарский мул. Это имбирный лимонад, и мне кажется, это будет намного интереснее, чем кофе. Ну что, кофе есть кофе, кислый, горький, а про имбирный лимонад я расскажу вам побольше. А вот они здесь. Спасибо. Я на самом деле очень сильно расстроена, что здесь нет такого разнообразия еды. Я думала, здесь будет больше, и я смогу наесться, но получается, я буду есть только треугольник и хот-дог. Пожалуйста. Спасибо. Что любите керегиме? Хэм и дегас не сабзатан. Будешь ничего. Унерсе? Татаркова. Татаркова. Это бастила. Олмандық ма? Алма, қоражилік. Әйе салабыз. Ансында. Қаштырлік тұсылар, қора қысқанда. Если можно, розочка с фисташкой. Одну штучечку попробовать нам. Я выбрала самое дорогое. Губа не дура. Вам салфетку, вилку? Если можно, салфетку. Перчатку нужно руками? Не. Так, кому деньги? Вот так, ага. Так, итак, первая салфетка за сегодня. Первый, кто нам предложил. Попарибс, давайте, друзья. Очень сочное, сразу видно. Тонкое тесто. Внутри какой-то орех, скорее всего фисташка, потому что называется розочка фисташка. И мед. Да. Теперь понятно, почему это стоит 100 рублей. Потому что ты жуешь, и у тебя во рту феерия фисташковая. Очень много орехов. Если честно, очень сложно снимать на публике. Все на тебя смотрят, тебя отвлекают. Но ради вас мы готовы это делать. Все.
что, друзья, мы подошли к корнеру, который продает козылык. И я 13 лет не ела мясо, но ради контента, ради хайпа я готова попробовать козылык. Те, кто не знает, козылык — это вяленое, сырое конское мясо. Конское. Пробую. Я ем мясо. Это только для видео. Так. Итак. Я должна запить. Но я не ожидала от себя, что я смогу это проглотить, если честно. Это лучшее, что придумали татары. А разве не эти? Не кыргызы? Казахи уж тогда. Очень тяжело мне это удалось. Вкратце я уже рассказала, что я работала в ТБТ, и там предложила им ввести новые блюда под названием дошмак. И многие, кстати, не знали, что такое блюдо существует. Где-то это блюдо называют шанги, что, мне кажется, это какое-то русское название. Шанька, да? Шаньга. Вот. Но у нас называют это дошмак. Это мое любимое блюдо из татарской кухни. Почему? Потому что, во-первых, пюре, во-вторых, тесто, а в-третьих, тут нет мяса. Пробуем? Хочется горячего чая с молоком, куражилегенное варенье, малиновое варенье. И чтобы эта выпечка была только-только из печи. Тогда это вот просто идеально. Но сейчас хочется запивать, хочется какой-нибудь чай, потому что все прилипает к зубам. Но я держу. Порция большая. Этим можно насытиться. Если вы возьмете такой перекус и чай, например, то все будет идеально. Я советую. Отлично, друзья, вот такой улов с нашего фудкорта. Начну я с треугольника, шпишмак. Шпишмак называется шпишмак, потому что он треугольной формы. Это классно и это вкусно. Мы купили его в Vegan Day, напоминаю, а Vegan Day — это веганское кафе, значит, в этом треугольнике нет мяса. Итак, очень плотное тесто, дрожжевое. И в первом укусе вообще нету начинки. И очень сухо, сразу хочется запивать. Здесь грибы в начинке и много лука. Есть ли среди наших подписчиков люди, которым нравится вареный лук? Оставьте, пожалуйста, комментарии. Я не из этих людей. Мне не очень. Так, и я хочу смочить горло, как говорится, напитком имбирно-лимонадным. Biz video çevirebilirsin kurası mı? Barış yaşıyor kireyinde. Итак, это мы взяли лимонад у кафе Кунак. Такое татарское слово. Кто знает перевод, тоже пишите. Кунак. Ну, короче, вы узнаете в комментариях. Посмотрите там. Сейчас мы пробуем хот-дог от Vegan Day. Опять-таки же он без мяса. Пшеничная или соевая сосиска вместе с горчицей, какие-то еще наполнители. На самом деле в Vegan Day я очень люблю хот-дог, потому что я уже 13 лет не ем мясо, но вот такой вот фастфуд иногда периодически хочется попробовать. Пробуем. Мне очень нравится, очень вкусно, очень классно. Обожаю. Тут есть маринованные огурцы, это тоже плюс. И очень острая горчица. Не могу проживать. Булки много, тяжело проживать. Итак, переходим к десертам.
На десерт у нас коштеле. Если честно, я не знаю истории этого десерта, как она появилась, почему она называется коштеле. Скорее всего, потому что формой напоминает язык птицы. Но я в рот птицам не заглядывала. Клюв. Вам виднее, как там, орнитологам виднее. Вот так он выглядит. Очень похож на язык птицы. Совсем не сладко. Просто кушаешь хрустящее тесто, которое пожарили в масле. Вот, Алса, попробуй. Я думаю, он должен быть сладким чуть-чуть хотя бы. Там должна быть пудра сверху. Но нет уже. Пудры нет сахарной. Не сладкая, да? Это ставь Майнуру. Он такой любит. Так, я выбрала вкус мандарин, щавель, мята. Очень по-татарски, считаю. Мандарин особенно. Все растет в Татарстане. Да, да, все свое. Пробуем. Он не сладкий. Вот они нам пробу там давали нам яблочный с какой-то ягодой. Он был очень сладкий. А этот прям приятный. Натуральный, без добавления сахара, как они говорят. А это уже с щавелем. Знаете, вы никогда в жизни не подумаете, что здесь есть щавель или мята. Очень яркий вкус мандарина. Цитрусовый. Ну, это очень вкусно. Я советую, если вы не пробовали пастилу в своей жизни, на татарском это звучит татар-хога, то я вам очень советую его попробовать. Вот такое видео, такой формат. Надеюсь, вам понравилось. И вы уже поставили лайк, оставили комментарий и подписались. Все, до свидания.